Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Друзья, каждый ролик я стараюсь рассказывать вам о самом насущном на сегодняшний день, о спасенных и их проблемах, и наболевшем, за кого болит душа и кто нуждается в нашей помощи. Я благодарю вас, что вы даете эту возможность спасать хоть кого-то мы успеваем. А потом вы помогаете их кормить, лечить, но за прошедшие месяцы я переоценила свои возможности и не предвидела обстановку в мире. Теперь нет стабильности и уверенности. Если раньше я могла вам рассказывать и показывать все новых и новых бедолаг, кто в опасности, то теперь я не могу этого делать. Скажу вам более. Я боюсь это видеть сама. Боюсь не удержаться. Теперь я каждый ролик должна говорить одно и то же. Помогите выжить. Выжить тем, кто спасен. Они не груз, который привезли и сложили. Они живые, и они всегда хотят есть. 2 раза в день. И корм, который покупаем, заканчивается. Сегодня, благодаря вам, закупили на одной передержке. Здорово, спасибо вам. Но закончился корм на другой. И я снова прошу вас, помогите на корм. За эти 3 дня, что мы с вами не виделись, друзья, прилетели 2 щенка, которых не могли не спасти. Посмотрите, какие это домашние. Один кроха, бородатик весом 2 килограмма, из-под машины достали за минуту до гибели. И второй, недавно домашний, в ошейничке, гулял с хозяином, но тоже выкинули. И тоже слонялся между дорогами, измученный детьми на площадке. Обратилась женщина, слезно просила забрать. И третья собачка, спасенный из ППЖ кобелек, еще в феврале ждал свою очередь, дождался. А теперь за щенка и рыжего кобелька надо оплачивать. И опять и снова нечем. Вот она, самая злая собачка. Какая злая собака. Сейчас я тебе дам. Сейчас, подожди. Все. Что это? Что это? Друзья, во всех городах нашей страны есть люди, которые не могут видеть голодных, бездомных и несчастных животных. На очень скромные средства эти человеки с большой буквы покупают крупы, мясные субпродукты, варят и кормят бедолаг. Тихо и молча спасают жизни тех, кто не виноват, что появился на этот свет. Да, это невыносимо трудно видеть голодные и в то же время благодарные глаза. Хвостики быстро привыкают к тому, кто спас их от голода. Они ждут, издалека слышат знакомый голос и несутся навстречу. Часто вместо привычных и уже родных собачуль эти человеки видят трупы расстрелянных, изувеченных, и это тоже невыносимая боль. Вот пришел очередной крик о помощи, на этот раз из Краснодара. Когда-то я у этой девушки брала собак на кураторство и пристраивала, и сейчас ее крик души.
Девушка ежедневно варит каши и развозит в день после работы, уставшая, по разным концам, по разным местам кормит. Иногда, приезжая, она уже не видит знакомые мордахи. Их уже нет. Или лежат трупы. Недавно похоронила несколько щенков и очень плакала. И снова кормила. И слезы, и бессилие, и крики о помощи в другие города просят кого-нибудь забрать на кураторство или в ручки. Вот еще нарисовался один. Пока здесь Марсель греется, пришел Беляшек. Маленький, сейчас. Иди кушай там. Так. Это греется. Спит. Бегает тоже мокрый. Вот их здесь Беляш, Рыжик, Марсель. Потом белый с ушами коричневыми. Сейчас вот вчера еще был серый, сегодня вот рыжий появился. Вот. Беляш пошел кушать. Ужас, здесь, конечно, страшно. Голодный примчал. Ливень, просто ливень. Вот собралась отъезжать, а он вот возле машины вот прям лег и все. Вот как мне отъезжать? Вот как отъезжать? Мокрые полностью, просто мокрые. Каша на голове даже у тебя. Вот как мне отъезжать, а? Вот они прям машины влазят. Вот как отъезжать? Как? Как отъезжать мне? Скажите, пожалуйста, боже мой. Ну что? Что это? Кто там гавкает? Марсель греется, да, Марсель? Мокрый весь. Греемся себе, скажи. Да, Марсолька? На улице он просто ливень идет. Залез греться, Рыжик под деревом. Завалился? Ты завалился спать, а, жучок? Вот укрыло он, весь мокрый. Надо ехать уже, малыш, ехать надо. Вот он. Завалился на улице ливень. Да? Маленький, ты глазки закрывать, спать хочешь. Ну куда тебя деть, а, малыш, куда? Уже сидят твоих 4. Марсельчик. Мокрый весь. Мокрый весь. Лапочки сложил. Лапочки сложил. Хочется хоть теплый домик, да, Марсик? Ну, Марсель. Ну что, маленький, ну выходите, мне же надо ехать. На улице вон дождь какой поливает. Уже греетесь, спать хочется, да? Маленький, ну что делать? Ну надо же выходить, мне же ехать надо. Ну погрелись уже, все. Маленький, Беляшек, холодно на улице, да? Холодно, холодно, да, греются. Греются в машине. Да, греются. Марселька, Марселька, на улице холодно, да? Холодно. Беляшек. Мне ехать надо, малыши. Ну ехать надо мне. Ехать надо, маленький. Ехать надо, да. Да, ехать надо, да. Ты холёсый мальчик, Марсик. Только не отдавайте меня, да. Только не выпускайте меня, маленький. Ну надо ехать же мне. Надо ехать, малыш, надо ехать. Тё, маленький, тё. Маленький, да? Ты маленький коротколап. Ты маленький коротколап. Сейчас покормлю, сейчас. Лар, ну вот здесь вот этот, вот эти неконтактные два. Тоже коротколапые. У этого, наверное, демодекоз, он весь. Вот он. О. И вот она собака.
Глазки у него. Что собаки вот эти вот мешают, 3 несчастные. Ну говорите. Мешают собаки. Зачем кормить? Кому они мешают? Вы здесь находитесь, я нахожусь вот здесь. На людей кидаются. Они на людей кидаются. Когда их здесь кормят, они потом кидаются на людей. Зачем вы здесь кормите? А что они на нас не кидаются? Они меня видят второй раз. Чё... Я не знаю. Не надо их здесь кормить. А где написано, что не кормить собак? Еще один вышел. Их тут человека 4 было. Вот он. Магазин, светофор. У нас на людей кидаются вот 3 несчастные маленькие собаки, как оказалось. Видите? Без воды, без еды, голодные. Вот я им воду налила и покормила. Маленькие, но этот не контактный, правда. Этот боится совсем. Убегает, и этот вот, шоколадный подходит. Друзья, я обращаюсь к вам. Может, кто-нибудь пожелает и из этого региона забрать на ПМЖ, в ручки, кого-нибудь из этих несчастных собачуль. Собачки там небольшие. Очень много коротколапиков, которые не живут там долго. Они все смертники. Друзья, так как возможности брать себе на передержку у меня больше нет, то хочу вам предложить посмотреть и, может быть, выбрать тех небольших собачек, которых у меня порой спрашивают. И вот сейчас эти маленькие собачки есть, но они в опасности, и они выживают на улице Краснодара. Мне их скинули, но взять я их не могу. Так как пришло распоряжение очистить город от этих собак, то скоро, конечно же, от них избавятся, их просто убьют. Некоторые уже исчезли. Друзья, присмотритесь, пожалуйста. Если вам кто-то приглянется, то мы привезем. Может, кто-то пожелает кого-то спасти.